Одним из важнейших элементов организации туризма является, конечно же, обеспечение безопасности жизни и здоровья туриста, а это целый комплекс мероприятий, гарантирующих безопасность перемещения туристов по территории государства, их пребывания и сохранность здоровья. Именно поэтому во многих странах мира введено обязательное туристическое страхование. На форуме было отмечено, что закон обязательного страхования иностранных граждан на территории Абхазии малоэффективен, поскольку туристы просто о нем не знают, и поэтому страховые компании Абхазии несут убытки. Но, к большому сожалению, нет на сегодняшний день понимания ни со стороны туроператоров российских, ни со стороны страховых компаний российских, понимания о том, как проводить вот этот бизнес и как проводить вот эту безопасность страхования иностранных граждан, к большому сожалению. Понимаете как? Мы идем в сфере страхования. Я не говорю, что страхование в Абхазии, оно развито очень хорошо, но оно как-то медленно, но какими-то путями идет вперед. В этом году мы заключили договора с туристическими объектами. Было застраховано где-то около 14 тысяч отдыхающих. Заплатили в казну около 600 тысяч налогов. Если бы было бы понимание, опять-таки, о том, что нужно обязательно всех страховать на основании законов, цифры были бы, конечно, совсем другими. Представители российских турфирм отметили, что подобная туристическая страховка неудобна туристам, а включать ее в стоимость путевки туроператоры не могут, так как гражданам Российской Федерации при въезде в Абхазию виза не нужна. Получается так, что турист приобретает страховой полис в России, который по факту в Абхазии не будет действовать. А приобретать полис вторично туристы не хотят. Ахракецба также отметил, что абхазские страховые компании готовы к партнерству с российскими туроператорами. В ходе обсуждения участники форума сошлись во мнении, что нужно разработать механизмы, по которым будет работать страховой бизнес Абхазии. На панельном заседании туристического форума также был поднят вопрос о роли банков в туристическом секторе экономики. В частности, специалисты туриндустрии обсуждали вопросы упрощения платежной системы для отдыхающих. В России выплаты госслужащим осуществляются через национальную платежную карту МИР. С 2019 года и в Абхазии любой желающий турист из России сможет обналичить денежные средства через эту карту. Национальная платежная система АПАРА и национальная платежная система МИР ведет работы, которые направлены на то, чтобы российские граждане, жители Российской Федерации, имеющие карту национальной платежной системы МИР, а это абсолютное большинство, к концу этого года, начале следующего года мы должны выйти на то, что вот эти владельцы карт МИР, наши туристы, смогут пользоваться непосредственно данными картами, что в каком-то смысле будет гораздо комфортнее. Почему? Потому что не нужно будет столько наличности носить. Участники заседания отметили, что безопасность туриста и создание ему всех условий для комфортного отдыха должны быть главными вопросами для туристического региона. Саид Жарсалия, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.